Сосногорской службе общественной приемной главы Коми состоялась прямая линия «Безопасный Новый год». На вопросы позвонивших отвечали начальник управления по делам ГО и ЧС Максим Улешов и замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Константин Булышев. Сосногорцев интересовало правильное обращение с электрическими гирляндами и пиротехникой. Константин Булышев отметил, и то, и другое лучше покупать в специализированных магазинах и не экономить. Чем выше цена, тем больше вероятность, что изделие качественное. Не оставляйте, уже говорили, включенными гирлянды в сеть. И бывает часто случаи, что вешают эти гирлянды, получается, на занавески, на елку, на стены, а стены все равно это обои у кого, это бумажное изделие получается. Ну а что касается фейерверков, действительно, если покупать в магазине фейерверки, необходимо смотреть сертификат соответствия. Продавец обязан дать. Использовать пиротехнику необходимо вдали от жилых домов. За нарушение требований противопожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Тем, кто проводит праздники на даче, настоятельно рекомендуют быть осторожными с нагревательными приборами и печами. В этом году в районе уже случались пожары из-за неправильной эксплуатации электробытового оборудования и неисправности дымоходов. Те же в бане, получается, чтобы быстрее помыться, попариться, начинает перекал печей, соответственно, при этом, допустим, летом они не все обслуживают дымоходы, их надо чистить, смотреть, потому что если это металл, он может уже и быть и ржавый. Сосногорские огнеборцы также напомнили, что в праздники особенно важно не оставлять без присмотра детей. Если соблюдать правила безопасности, праздник пройдет весело и без последствий. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Добрая новогодняя акция «Подари ребенку чудо» вновь объединила коллективы сосногорских предприятий и организаций. Традиционно перед праздником они приобретают подарки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Члены партии «Единая Россия» каждый год принимают участие в акции. Новый год – праздник волшебства, и ни один ребенок не должен остаться без подарка. Депутаты муниципального района Сосногорск и депутаты городского поселения Сосногорск, члены фракции «Единая Россия» приобрели подарки для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это очень добрая акция, и люди с радостью откликнулись поучаствовать в ней. И мы очень хотим, чтобы дети продолжали верить в волшебство, верили в добрые дела. Депутаты передали сладкие подарки сотрудникам Центра по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения. На учете в учреждении стоят около 200 несовершеннолетних. Большинство родителей не могут себе позволить, те, которые состоят у нас на учете, позволить приобрести даже простой элементарный подарок. И дети, когда получают, они с восторгом смотрят: ага, это дедушка принес, конечно же дедушка, и они с удовольствием получают эти подарки. Подарки и поздравления детям передадут Дед Мороз и Снегурочка, сотрудники Центра социальной защиты. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Проект «Продвинутая молодежь» продолжает помогать юным жителям Сосногорска. Напомним, его реализация началась в прошлом году. Главная задача – организовать досуг несовершеннолетних горожан, состоящих на различных видах профилактического учета. Для них мы стали проводить ежемесячно различные мероприятия с представителями профилактической направленности. То есть раз в месяц ребята приходят на занятия, встречаются с представителями той же прокуратуры, ЦРБ, других каких-то подведомств и проводят не только профилактические интерактивные круглые столы, но и играют в различные какие-то игры, викторины совместные, мастер-классы. Помимо обязательных мероприятий раз в месяц для ребят организованы в городе зоны свободного общения. Как раз-таки одна из этих зон сейчас мы с вами здесь, это Дом детского творчества. Зоны свободного общения у нас есть также в библиотеках, в ФОКе, в Горизонте. То есть это те зоны, куда дети могут прийти и свободно просто пообщаться без сопровождения взрослых, без какой-либо организации деятельности.
На этой неделе в городском доме детского творчества завершилось оборудование сенсорной комнаты. Сюда приобрели воздушную пузырьковую панель, сухой душ и бассейн, стол для рисования песком и другое игровое оборудование. В помещении произведен косметический ремонт, произведена установка новой мебели, также подвесного потолочного модуля. И в помещении созданы все условия для эффективного содержательного досуга, а также отдыха и занятости детей. В новом календарном году будет организовано проведение интересных мероприятий по образовательному, профилактическому, социально-психологическому, мотивационному аспектам деятельности проекта «Продвинутая молодежь». И, конечно же, мы приглашаем ребят интересно, используя, провести время. Как отмечают кураторы проекта, в ближайшее время в Сосногорске будут организованы новые зоны свободного общения. В физкультурно-оздоровительном комплексе установят теннисный стол. А в библиотеке имени Якова Рочева появится оборудование для путешествий по виртуальной реальности, новые настольные игры, а также фотостудия. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Накануне Нового года в Сосногорске прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам. Самые преданные спорту горожане собрались на стадионе Черемушки. На лыжню вышли десятки сторонников здорового образа жизни. Мы проводим ежегодный наш турнир, районные соревнования «Лыжная гонка». В этом году соревнования у нас будут по освещенной трассе. Это впервые мы решили такое провести. Подводим итоги года уходящего. Участники соревнований прошли от 1 до 5 километров в зависимости от возраста. Участие в новогодней гонке приняли воспитанники Сосногорской спортивной школы и целые трудовые коллективы. Мы, конечно же, сотрудниками Дома детского творчества не можем пропустить такое мероприятие, как соревнования по лыжным гонкам, особенно новогодние. Для нас это всегда праздник. Сегодня нам предстоит бежать трассу 5 километров. Нас это абсолютно не пугает. У нас сегодня образ матрешек, русских матрешек. Прекрасное настроение, принимаем участие. На память о новогодних соревнованиях лучшие спортсмены получили грамоты и медали. А все без исключения гости Черемушек – праздничное настроение и заряд бодрости на грядущий 2023 год. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В настоящее время возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. К сожалению, ежедневно мы получаем где-то плюсом 12 человек инфицированных гриппом. Поэтому к чему хочется призвать наше население в преддверии новогодних праздников. Если у вас все-таки начинаются симптомы гриппа, это высокая температура, боли в горле, одышка, слабость, ломота в теле, здесь не стоит заниматься самолечением, а все-таки необходимо вызвать врача на дом или самому обратиться за медицинской помощью. Также хотим предупредить наше население, что в связи с низкой укомплектованностью медицинскими кадрами Сосногорской ЦРБ бывают такие случаи, когда сотрудники колл-центра предлагают пациентам самостоятельно обратиться в медицинское учреждение для оказания вам медицинской помощи. Хотим сразу предупредить, что это будет не общая очередь. Если вас приглашают посетить медицинское учреждение, это фильтр-бокс, который имеет отдельный вход. Там сидит отдельный медицинский работник, где вы ни в коем случае не будете пересекаться со здоровым населением и не будете несколько часов сидеть в очереди. В этом фильтр-боксе вам сразу же возьмут все необходимые анализы, экспресс-тесты на ковид, на грипп. Если будет такая необходимость, проведут рентгенологическое обследование, заберут необходимые анализы крови, и уже медицинский сотрудник выпишет необходимое лечение. Если потребуется необходимость, то тут же вас госпитализируют для стационарного лечения. Естественно, если ваше состояние не позволяет вам самому добраться до медицинского учреждения, ваша температура выше 39, слабость, все мы чувствуем себя по-разному, об этом необходимо предупредить сотрудника колл-центра. Но если, скажем так, состояние ваше позволяет самостоятельно добраться до медицинского учреждения,
тогда я думаю, что правильнее будет обратиться самостоятельно, потому что все-таки диагностический спектр, который мы можем сделать непосредственно в медицинском учреждении, гораздо шире. И диагноз на месте вам будет поставлен более точно, чем это сможет сделать врач у вашей постели в вашей квартире. Значит, еще сразу же хочется предупредить, у нас было очень много волнений населения по поводу обслуживания детского населения. Детское население у нас обслуживается на дому независимо от возраста. Есть определенные симптомы, которые не позволяют ребенка в том или ином состоянии вести в лечебное учреждение. Но если у ребенка небольшая температура, там 37,2, и у вас есть свой личный транспорт, на котором вы можете привезти ребенка, в таком случае вы можете также привезти ребенка в лечебное учреждение через фильтр-бокс, где сидит отдельно медицинский сотрудник, и вашего ребенка не отправят в общую очередь, где он будет сидеть несколько часов, а медицинский сотрудник осмотрит ребенка сразу же здесь в течение первых 10-20 минут, возьмет все необходимые анализы, то же самое экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, на грипп, анализы крови. Если это будет необходимо, то сделают рентгенологическое обследование. И здесь и сейчас доктор назначит необходимое лечение. Еще хочется напомнить все-таки, что грипп – это тяжелое вирусное заболевание, которое приводит к многим осложнениям. Чаще всего это все-таки пневмония. И в преддверии новогодних праздников хочется напомнить населению, чтобы вы как можно больше гуляли на улице и посещали меньше многолюдных мест. Если все-таки не удалось вам избежать посещения многолюдных мест, пользуйтесь, пожалуйста, масками и чаще мойте руки. Ну и в преддверии новогодних праздников хочется всем пожелать здоровья и всех поздравить с наступающим Новым годом.